Для приведения противогаза в походное положение нам необходимо надеть противогазовую сумку через правое плечо так, чтобы она находилась с левой стороны. То есть вот таким образом, через правое плечо, чтобы находилась с левой стороны. Ребята внимательно слушают инструктора и следят за каждым его движением. Юноармейцам объясняют, как правильно использовать противогаз в экстренных случаях. Салима Коригова в рядах юнармии уже полгода и отлично понимает, насколько важны эти знания. Ради таких уроков она и вступила в это патриотическое движение. Впрочем, у школьницы есть еще более возвышенные мотивы. Мне хотелось, чтобы мною гордилась страна, город, и поэтому я захотела вступить в юнармию. Мне запомнилось больше всего, как одевали противогаз. Мне это очень понравилось. И в дальнейшем я буду знать, как его одевать. Занятия со школьниками опытные инструкторы проводят 2 раза в неделю. Умение правильно надеть противогаз, правила пользования огнетушителем, быстрое и четкое реагирование в чрезвычайной ситуации. Это и многие другие навыки полезно знать не только школьникам, но и всем гражданам, отмечают здесь. Наша съемочная группа тоже не упустила случая получить мастер-класс от инструкторов. А далее юноармейцам показали принцип сборки и разборки автомата Калашникова на скорость. Самое главное здесь — это не нарушать правильную последовательность действий. За такую ошибку начисляют штрафные секунды. Школьники с особым энтузиазмом наблюдают за тем, как инструктор обращается с оружием. И на вопрос, есть ли желающие попробовать себя на деле, добровольцы отзываются сразу же. Поднимаем фиксатор вверх и правой рукой снимаешь. Сборка очень нравится, и разбирание автомата очень понадобится в дальнейших, военных частях. Думаешь, еще военную, да, поступить, служить, правильно? Одно дело управляться с оружием, совсем другое с узлами. К примеру, прямой узел, который древние греки и римляне называли Геракловым. Инструктор объясняет, он предназначен для прочного соединения веревок и тросов между собой. Правую веревку ложим сверху. Переворачиваем ее. Затем левую веревку ложим сверху и вяжем узел. Я думаю, что после сегодняшних занятий, я в конце для закрепления задавал вопросы, дети отвечают очень даже живо, активно. Я думаю, все запомнили, на мой взгляд, дети молодцы, все запомнили, все усвоили. Даже лучше меня начали рассказывать уже. Теперь можно перейти на так называемое стрельбище. Ребятам уже не терпится туда попасть. Использовать учебный автомат в действии у ребят, к сожалению, не получится. А вот пострелять из воздушной винтовки им с радостью разрешили. Сегодня у нас именно шестиклассники. Вы видите, с каким азартом и интересом они это все изучают, смотрят. Каждому хочется именно все потрогать, все потренироваться уже лично самому. А завершает урок викторина. Вопросы в основном на военную и историческую тематику. Впрочем, с этим заданием юноармейцы справились на отлично. Михаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24.